Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем еще один замечательный рабочий день. С вами Вероника Тамтосова. Всем хорошего утра, бодрого пробуждения. Сегодня поговорим о книгах, расскажем о том, как начинать с игры воспитания ребенка. И, конечно, встретимся с самыми замечательными гостями. У нас много советов, много интересного. Еще больше всего интересного и полезного в нашем телеграм-канале. Не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас спешим подготовить вас к рабочему дню. Самая нужная информация, конечно, о погоде. Итак, в центральных районах сегодня плюс 13, плюс 22, в Заречной группе 13-22 выше 0. В южных 11-17 со знаком плюс, в Вилюйской группе плюс 13, плюс 24 градуса. В Нижнеленских 14-21 со знаком плюс, в западных 11-23 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 7, плюс 16. В Янских плюс 8, плюс 19. На северо-западе 12-25 со знаком плюс. В столице сегодня в 6 часов утра температура воздуха 10 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. Температура в столице плюс 22, плюс 19 градусов. Ну, лето еще нас не покинуло, еще август, еще все впереди, но уже нужно задуматься о том, что скоро золотая осень. И сейчас давайте немного разомнемся. Утренняя зарядка – это легкая тренировка, позволяющая отогнать сон, прием энергии и нагулять аппетит для полноценного завтрака. Полезных упражнений для зарядки великое множество, поэтому каждый может выбрать что-то для себя. Ну а сегодня мы представляем вам дыхательную гимнастику. Доброе утро, меня зовут Баяна Дагдай, я руководитель студии Орлы. Сегодня мы для вас будем делать вместе с дыхательным упражнением еще самомассаж, подстукивание. Вот сейчас нам Елена Евсеева покажет, и наши ученики вместе будут работать и показывать вам, как делать самомассаж. Здесь подключаем звукоизвлечение. Массаж совместно с звукоизвлечением дает совсем другой эффект, чем просто массаж. При звукоизвлечении организм получает микровибрационный массаж всех внутренних органов. Когда мы поем или разговариваем, сила звука идет наружу только 20%. А остальные 80% идет в внутренних органах, проводя внутренний массаж. И сейчас постукивание ребер. Здесь рука поднимается выше и подстукиваем ребра. При этом дышим животом. На одном дыхании один дифтонг. Наклон и подстукиваем ноги снизу вверх. Обязательно удары должны быть снизу вверх по линии лимфы. А если мы неправильно будем делать, тогда ноги оттекут. Спасибо большое за такие замечательные упражнения. Я думаю, это легко доступно каждому. Ну, а мы сейчас поговорим о том, что вчера, 18 августа, в России отметили День географа. В этом году отмечается 180 лет со дня создания Русского географического общества, а также 300-летие начала работы Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Рада представить вам нашего гостя Михаила Михайловича Чиросова, директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. И сразу хочется спросить, вот география, это вот мы помним учебник географии в школе, да, а потом как-то от этого отходим и забываем. Вот что такое география, ее значение для жизни? Ваша передача утром началась с того, что мы узнали о погоде, где какие температуры, ночные, дневные. Это тоже географические знания. Вообще география нас окружает везде. Мы открываем наше приложение, смотрим, где мы находимся. Например, 2 ГИС. Это все географические координаты. Мы говорим, что мы находимся в
центральной Якутии, Якутск, там, центр Якутии, значит, есть северная, южная, восточная. Это уже тоже географические знания. Ну, если разобраться, что мы живем в социуме, то думаем, что география только это природа, горы, реки. Нет, это в первую очередь в том числе и социальная, экономическая география. То есть такие привычные понятия, как межотраслевые балансы, кооперации предприятий, планирование, эконом-географическое районирование. Это все у нас основа нашей жизни, нашей экономики. Наша страна создавалась постепенно, и было освоение, географические картографирование, постепенно были освоены путешественники, а потом учеными, географами, геодезистами, картографами. Это тоже все география. Россия не была бы Россией, если бы не было географии. Ну да, логично. Да. Нас бы не было на карте. Вот как по-особенному вы встретили День географа? Ну, во-первых, откуда это появилось? На самом деле, это 180 лет назад было создано географическое общество русское, оно потом еще было императорским даже. Ну и признавая знак заслуги этого общества, 5 лет назад наш президент Владимир Владимирович Путин дал поручение учредить День географа. То есть это День географа и день создания Русского географического общества, оно совпадает. То есть это как раз день в день, 18 августа, и оно не меняется, не переходит там на субботу, воскресенье. Это, значит, это стабильный день, когда мы признаем, что у нас в России появилась общественная организация, которая в какой-то мере через некоторое время стала почти государственным ведомством, которое определяло политику по многим направлениям, в том числе даже статистики, даже перепись населения была инициирована нашим обществом. Ну и есть профессии географии, а есть общества, которые шире. В обществе есть такие направления, как этнография, история, археология. Есть направления, которые, вроде бы кажется, что оно совершенно далеко от географии, но оно связано с понятием пространства. И, соответственно, динамика развития – это тоже географическое общество. Поэтому вот 5 лет назад был учрежден День географа, и мы отмечаем одновременно и день создания Русского географического общества, и день профессии географа, в широком таком понимании, смысле. Всеобъемлющим. Да, всеобъемлющее, и мы хочется везде. сразу узнать, вот география Якутии, она же очень сложная, вот как сейчас она развивается, как происходит исследование в этой области? Надо признать, что нам всем повезло с нашей территорией, с нашей республикой, потому что это, считай, минимум 1/6 часть Российской Федерации, и, конечно, необходимо было изучать. И с 18 века прямо сразу, вот вы упомянули Камчатские экспедиции, Витус Беринг, уже преследовали географические задачи. Петр I сказал найти пролив между Евразией и Америкой. То есть это уже географическая, по сути, была задача, которую выполняли картографы, но в то время они больше были военные, не гражданские, не академические ученые. Поэтому первая экспедиция, она была уже географическая. В дальнейшем уже в 1732 году уже появились академический отряд, пришли академики, астрономы, географы, которые сделали карту Российской империи. Это тоже было еще в тот период. То есть можно сказать, что это вообще мы очень, очень древнее для Якутии такое направление. А профессионально мы это связывали появление географических исследований с созданием мерзлотной станции у нас в Якутске перед войной. А как образовательный процесс, где учебный процесс очень важен для всех специальностей, это 1956 год, это год создания кафедры географии и одновременно создание нашего Якутского госуниверситета, на котором географическое образование на очень высоком уровне. Надо сказать, что оно входит в число 10-15 лучших географических образований по стране. То есть мы потому что есть что изучать. Есть изучать, и есть кому изучать, и главное, какого качества и квалификации специалистов, которые здесь есть в Якутске. У нас создается всегда впечатление, что все лучшее образование у нас не в Якутске, а где-то в центре. Но вот у нас есть и очень интересные направления, и нужные, очень высокого уровня и здесь, в Якутске. Географы в будущем, то есть понятно, что профессия интересная, очень комплексная, да,
применение практическое вот для развития географа в будущем? То есть какой он географ будущего? То есть это уже не просто исследователь, да, потому что много уже открыли, очень сложно открыть что-то новое, да, то есть Новую Америку вряд ли кто-то прямо сейчас откроет. Вот как эта профессия развивается с учетом современных тенденций? Ну, на самом деле, вот так, ну, это все привыкли, что география – это что-то описывающее. На самом деле, ну, вот название так и есть. Гео – это земля, значит, графос – пишу. То есть описал, значит, хорошо. Но в дальнейшем география стала развиваться как аналитическое направление. То есть сравнительный анализный подход такой, так называемый сравнительный географический метод исследований, он фактически во многих исследованиях, науках есть. Поэтому в какой-то мере у нас это образ мысли, образ такого аналитического подхода, и географическое сравнительное направление, оно фактически охватывает сотни направлений, и система географических наук, слушайте, в систему географических наук входит больше 300 направлений, и они появляются новые и новые. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что перспектива для географического наук очень большая. Это, во-первых, сейчас уже экспертиза территорий. Это вот сейчас новые направления в следующем году будет в нашем университете в Якутске. И поэтому это очень много таких экспертных функций, сравнительно географического анализа, ну и оценки потенциала региона и поиск путей развития и общества, и хозяйства, и природы. Это тоже очень важные направления, которые географическое и общество, и географическое образование, и наука этим занимаются. Ну, спасибо большое. Я думаю, что многие для себя сейчас немножко с другой стороны увидели профессию географа, потому что мы, да, стереотипно мыслим на уровне, наверное, каких-то школьных познаний и глубоко порой не задумываемся о том, что профессии, да, развиваются. Важно. И мы спешим поздравить с этим замечательным праздником. Вот, и желаем дальнейшего развития. Ну и, конечно, как можно больше и чаще рассказывать о том, насколько на самом деле широкий и многофункциональный человек-географ. Да. Дорогие друзья, ну а мы сейчас предлагаем вам прослушать последние новости. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В преддверии нового учебного года в столице республики активно продолжаются работы по подготовке образовательных учреждений. В этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Якутске проводится капитальный ремонт в 2 школах. В частности, в школе номер 16 имени Сергея Черных выполняются финальные штрихи. Здесь полностью отштукатурены, покрашены стены, модернизирована система водоснабжения, канализации и отопления. Сейчас работники приступают к установке автоматической пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. С 90-го года практически ни одного капитального ремонта не было. Ну, какие-то там небольшие замены, кое-чего. Поэтому, конечно, мы очень нуждались и очень его ждали. В ремонте полностью 4 этажа учебные на сегодняшний день. 2-й этаж 100% готовность, 4-й этаж 100% готовность, 3-й этаж 98% готовность. Там остались только плинтуса в кабинетах доделывают. И уже мебель мы занесли по кабинетам, разнесли. Уже родители в субботу на субботнике отработали начальной школы. В эту субботу уже, я думаю, придет вся школа, уже свои кабинеты будем приводить в порядок. В Якутске дан старт выездной республиканской экспедиции «Вахта Победы Якутия», которая будет проходить до 2 сентября. В течение 2 недель участники побывают в Тампонском и Хагаласском районах. Планируется восхождение на место крушения самолета времен Великой Отечественной войны, поисковые мероприятия, посещение лагерей ГУЛАГ, мемориалов Алсиба. Помимо этого состоятся лекции и встречи с жителями, направленные в сохранение памяти. В состав экспедиции входят 4 поколения представителей молодежи, дети войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Северо-Кавказском регионе и специальной военной операции. Экспедиция, она готовится не 1 год, уже 3-й год. Посвящена она 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это самое главное. Она как бы не поисковая, а ближе как военно-патриотическая. Потому что мы точку знаем, где этот самолет упал. Это Алсип, это 1945 год. Это перегон по Алсибу, Аляска, Сибирь. Это чисто вот
ни коммерческое, никакое абсолютно. Вот чисто такое, на уровне нескольких поколений. Вот наша цель. В Амгинском улусе вовсю идут работы сенокосной компании. В этом году план заготовки сена составляет 30 тысяч тонн. Из-за обильных дождей в улусе многие сенокосные угодья лежат под водой. Но, тем не менее, все сельскохозяйственные организации и предприятия работают в полную силу. На днях первый заместитель главы Амгинского улуса Василий Бураев работал в Эмийском, Алтанском и Сатагайском наслегах. Проверил ход работ по заготовке сена. Как отмечают сенокосчики, урожайность в этом году неплохая, поэтому если благоприятные погодные условия позволят, есть все шансы выполнить план. В целом, нынче травостой у нас хороший, надо отметить, да, но сейчас процент исполнения у нас по улусу более 60%, да, погода пока благоприятная, и в основном, почему такие, да, проценты, да, летом у нас дождливое было, поэтому поля у нас сенокосные угодья сейчас находятся в воде. В этом в декаде не ожидаются дожди, поэтому надо успевать. Ну, совсем скоро начало учебного года. Кто-то уже пойдет в школу, а кто-то только сделает первые шаги и начнет посещать детский сад. Желаем, чтобы осень была позитивной, хорошей, яркой. Ну и, конечно, для вас, дорогие родители, предсказуемой, чтобы вы были готовы к началу учебного года. Все мы хотим, чтобы наши дети росли умными, сообразительными и успешными, а помочь им в этом помогут специальные игры. Да-да, не скучные упражнения, а именно веселые и увлекательные нейроигры. Как они работают, узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы расскажем вам про нейроигры и как они помогают ребенку развиваться и улучшать его развитие мозга и вообще всей нервной системы. Арон, давай сегодня покажем, как мы с тобой играем. Мы играем в разные игры, которые улучшают деятельность мозга, которые дают концентрацию, то есть ребенок спокойно играет, концентрируется и, конечно же, хорошо в дальнейшем учится. Это подходит деткам с 3 лет, даже с 2 лет можно начинать, школьникам, деткам 10-12 лет. Дети играют и развиваются. Для этой игры нам понадобятся обычные столовые ложки, 1 большая чашка и 2 маленькие. И задача ребенка одновременно 2 руками брать крупу, крупа может быть абсолютно любая, и нести ее в чашке. В этот момент у него развивается сразу 2 полушария, которые отвечают за речь, которые отвечают за координацию и концентрацию. То есть одновременно у него работает вся его головка, и, конечно же, он развивается и становится более усидчивым, и является отличной подготовкой к школе. Считается, что если ребенок 20 дней подряд будет играть в такие игры, он будет учиться на 5. Еще одна нейроигра с карандашами. Таким же образом мы играем, мы берем карандаши 2 руками и одновременно их кладем. Давай, Ара, начнем. Беру, кладу. Еще раз. Беру карандаши, беру, кладу. Еще беру и кладу. В этот момент у него тоже задействованы все нейронные связи в голове, развиваются 2 полушария, формируется внимание и концентрация. После таких занятий ребенок более усидчив к занятиям. Мы эти занятия выполняем перед математикой, перед какими-то сложными задачами. Это очень хорошо расслабляет его нервную систему, его мозг и дает ему возможность дальше концентрироваться. То есть сначала мы играем, можно играть в любом возрасте, и потом мы садимся за более сложные задачи. Еще одна нейроигра – это перекладывание шарика с одного стаканчика в другой. Стараться нужно это делать одной рукой. На самом деле это выглядит легко, но ребенку с 2 лет это делать не так-то просто. Это развивает его внимание, развивает его координацию и, конечно же, понимание. Он лучше понимает, больше понимает и концентрируется на каком-то одном предмете. Эта нейроигра поможет даже взрослым деткам стать более внимательным. Задача одновременно 2 ручками работать. Сначала мы работаем 2 ручки, кладем на ручки, и потом кулачок и ребро.
да, мы играем где-то примерно 1-2 минуты в эту игру. Для этой игры вам понадобится обычная цветная бумага, вы вырезаете один кружок, один квадрат и просто обводите 2 ваших ручки. И все. Мне кажется, замечательные советы, они пригодятся каждому родителю. Вот такие простые игры очень здорово разнообразят досуг ребенка. Ну, вообще, у каждого, наверное, есть еще и место, куда хочется сбежать от повседневности. Для миллионов таких людей это, конечно, остается летний Париж. Но что делать, если до долгожданного отпуска еще так далеко, а добраться до города мечты хочется уже сейчас? На полках книжных появился удивительный роман. О нем мы расскажем сейчас подробнее. Он помогает перенестись из суровых будней в удивительную историю. Доброе утро! Пока не закончилось лето, время отпусков, спешу поделиться этой милой, доброй, романтичной и простенькой сказкой о любви и мечтах. Или же легкость, романтика, летний Париж. Так вот, такой антураж этой книги в 2 словах. Если вы устали от тяжелых драм, то воистину Париж всегда хорошая идея. Это такая хорошая, качественная, романтическая история, которая с легкостью могла бы быть экранизирована и не потеряла бы своего шарма. В этой книге главное не сюжет, он достаточно предсказуем, и дело не в героях, они шаблонны, а дело в атмосфере. Та атмосфера Парижа, которая нам известна и знакома из книг и из фильмов. Жизнь в розовом цвете. В контексте этой книги в синем, поскольку главная героиня – любительница этого цвета. Эйфелева башня, кофе, круассаны, район Сен-Жермен, Булонский парк, маленькая собачка по кличке Уильям Моррис. Эта книга, это история художницы, хозяйки уютного магазинчика с открытками Розали и американского юриста, шекспироведа Ричарда. История развивается по всем законам жанра. И в этой истории есть своего рода своя добрая фея. Это пожилой писатель, автор сказки «Синий тигр», с которой, собственно, и началась эта любовная линия. И есть также злодейка, приземленная, но хваткая Рэйчел. В общем, это очень такая отдыхательная книга под настроение. В мою она попала. Такой, знаете, легкий душ для мыслей. Я с большим удовольствием прогулялась по этому летнему Парижу. Приятного чтения! Но мы из Парижа переносимся к нам, а у нас что? Учебный процесс. В ведущих вузах страны все более тесно связан с исследовательскими лекциями. Учебники отражают результаты передовых исследований, а научные статьи и студенческие работы, модели и эксперименты стремятся раздвинуть горизонты современной науки. Сегодня речь пойдет о работе научной школы, в чем ее особенность, а также как совмещать учебу и науку студентам. На студии Тимофеева Айталина, младший научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории лингвистической экологии Арктики Северо-Восточного федерального университета. Ну, даже вот название уже очень сложное. Вообще, что такое научная школа? То есть, как она действует? Это ежегодно, это на постоянной основе. Что она из себя представляет? Наша научная школа уже проводится в 3-й раз. Первая школа проводилась в 2021 году и была такой вводной, была посвящена тому, как проводить социолингвистические исследования, где мы получили много ценных практических навыков и потом применяли в своих исследованиях, в экспедициях и так далее. Вторая школа проходила в 2022 году, была посвящена изучению урбанистики, изучению языкового ландшафта города. И вот 3-я школа наша, она уже... Главной ее особенностью является то, что мы в разы увеличили масштаб школы, она стала более междисциплинарной и сочетает в себе экспертов в области не только лингвистики, но и генетики, и цифровых технологий. А так школа у нас ежегодная. То есть раз в год, получается, студенты, магистраты собираются и проводят определенные исследования. То есть на базе, делятся опытами. А кто участвует? То есть вот какие специалисты привлекаются, какова их квалификация, как отбираются студенты? То есть все желающие могут принять участие. Наша школа является научной школой для молодых исследователей. Это студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, докторантуры и в целом молодые исследователи, специалисты. Могут, в принципе, принять участие все желающие.
А лекторы, как бы это уже ведущие ученые со всего мира, с России, и мы все вот идем за получением новых знаний. Ну, то есть, так как международный, то можно сказать, что и обмен с международным опытом, благодаря которому это, получается, попадет в научные работы наших студентов. Да, там у нас есть участники из других городов России, также из Казахстана, около 30. То есть еще и такой география, в общем, Да. достаточно обширная. Вот еще работают лаборатории, да, которые являются организатором научной школы. Да. Вот что помимо в течение года проводит эта лаборатория, то есть какие исследования? Наша лаборатория занимается большой работой. Вообще лаборатория была создана в 2021 году. Мы выиграли большой конкурс под руководством Леноры Гернобль, профессора Чикагского университета. И в этом году вот была создана наша лаборатория, был дан старт нашему проекту. И в этом году мы во второй раз доказали, что являемся лидерами в области языкознания на федеральном уровне и выиграли тоже большой конкурс Российского научного фонда. Вот в рамках этого у нас проект называется «Языки и культуры народов Арктики», генетика, языки и культуры народов Арктики и Северо-Российской Федерации, комплексные социогуманитальные исследования на основе больших данных. Так, давайте разберем. То есть, получается, мы проводим комплексные исследования всех языков Арктики. Якутии и Чукотки. И на основе, получается, комплексного анализа очень большого количества людей, да, я понимаю, что у нас... Из языковых данных, генетических данных, социолингвистических данных мы ездим на экспедиции в районы, местах проживания этнических сообществ, собираем данные, анализируем вручную, так и с использованием цифровых технологий, и уже проводим исследования. И вот практическим результатом нашей работы будет единая платформа, где вот интегрируются все полученные данные с помощью возможностей искусственного интеллекта. И по итогу этой научной работы мы должны сделать какие комплекс выводов? Выводы, например, насчет происхождения народов Якутии, да, потому что очень много неизвестных страниц в истории наших народов. Также мы анализируем текущую ситуацию, какие вызовы стоят перед нашими языками, перед нашими сообществами, и прогнозируем их дальнейшее развитие с помощью математического моделирования. Поэтому... Очень интересно. Ну, вот лаборатория, получается, занимается экспедициями и обобщением, получается, в базу данных вот этой и разработкой таких цифровых продуктов. Поэтому у нас большое вот, значение имеют именно практические изыскания. И одним из наших партнеров проекта является Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия, с которым мы вместе начинаем работать. И также следует отметить второго нашего партнера, Малую академию наук Республики Саха-Якутия. Мы вместе вот, изучаем билингвизм, особенности развития, да, и заинтересованы в взращивании новых научных кадров. Ну, активно ведется работа по взращиванию научных кадров, да, то есть от школьников до студентов. Вот какой бы совет вы дали, может быть, молодым ученым, которые видят себя в будущем именно в области исследований, да, может быть, не лингвистических, может быть, любой области исследований. С чего начать? Начать нужно, конечно, с себя, со своих, что вам интересно, да. Например, будучи гуманитарием, я вижу, и не только я, но и наши приглашенные лекторы, Ленора Гернобль, видят, что вот Якутия является, в последнее время становится таким центром притяжения научных исследователей со всего мира, потому что у нас уникальная языковая ситуация, у нас вот интересная история, взаимодействие, сосуществование различных языков, культур, это все очень интересно, и чтобы это изучить, надо, допустим, поступить в вуз, достаточно просто изъявить желание, уже как бы можно писать научные статьи с преподавателями, вступать в научные кружки, научные сообщества, и даже могут поддержать участие во всероссийских конференциях, международных конференциях. Всего лишь нужно желание и вот, обратиться к наставнику, который тоже интересуется вашей темой. В общем, сначала нужно найти, что тебе интересно. Да, конечно. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Я уверена, что и школа пройдет успешно, и лаборатория даст удивительные результаты, о которых мы еще будем читать на международном уровне.
Дорогие друзья, обязательно занимайтесь наукой, это очень интересно. Если у вас есть, зародилось прямо вот сейчас желание что-то начать изучать, не теряйте его. И начать можно, ну, хотя бы, правда, что с себя, с того, чтобы что-то попытаться изучить, написать, ну, а вам всегда найдется замечательный наставник. В кругу интереса вот наших якутских мужчин огромное количество увлечений, связанных с охотой, рыбалкой, а также транспортом, на котором можно отправиться заниматься этим делом. Вместе с энтузиастами из городского ретро-музея мы продолжаем цикл об отечественной и не только внедорожной технике. В нашем прошлом выпуске мы обозревали широко применявшийся на войне джип «Виллис», который, по сути, стал родоначальником внедорожников. Примечательно, что разработка отечественного армейского внедорожника шла параллельно с американцами. Наши конструкторы получали информацию об американском автомобиле. Действительно, общих черт предостаточно. По сути, сама необходимость класса легких внедорожников формировала его характеристики и внешность. Хотя бы взять отсутствие дверей как таковых и компактные размеры для возможности переброски автомобилей авиатранспортом. ГАЗ-67, ГАЗ-67Б представляли собой дальнейшую модернизацию ГАЗ-64. Как и первая модель, он был разработан конструктором Грачевым на основе агрегатов «Эмки». Данный легковой автомобиль повышенной проходимости принимал активное участие в заключительном этапе Великой Отечественной войны, а также в Корейской войне. В армии данный автомобиль получил очень большое количество прозвищ, среди которых можно отметить «Хочу быть Виллисом». За разработку ГАЗ-67 конструктор Грачев был удостоен сталинской премии. Автомобиль разошелся по всей стране и хорошо продавался за границу. Даже в Австралию, не говоря уже о странах Восточной Европы, Северной Корее и Китае. Производство автомобилей росло из года в год, вплоть до окончания выпуска. А последняя машина покинула производственные цеха в конце августа в 1953 году. Всего было собрано почти 93 тысячи автомобилей, которые эксплуатировались в совершенно жутких условиях, от Эльбруса до Северного полюса. Якутские ГАЗ-67 отличались самодельными деревянными кабинами и были весьма востребованы в республике, где дороги отличались крайне суровыми условиями. На календаре 19 августа. Сегодня отмечают Всемирный день фотографии. По народному календарю яблочный Спас. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Потому какая погода в этот день, судили о будущем январе. Этот день в истории. В 1839 году в России открыта Пулковская астрономическая обсерватория. В 1839 году в этот день широкой общественности представлен метод получения дагеротипа. В 1960 году космический советский корабль с собаками, белкой и стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. В 1981 году, 19 августа, создано спецподразделение «Вымпел». А в 1991 году в Москве произошла попытка государственного переворота. В этот день родились Сэмюэль Ричардсон, английский писатель, родоначальник чувствительной литературы; Джорджо Энеску, румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог; Габриэль Шанель, французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия; Леонид Соловьев, советский писатель, сценарист; Игорь Климовский, мерзлотовед, кандидат географических наук, заслуженный работник народного хозяйства республики; Александр Вампилов, советский драматург, прозаик, публицист; Владимир Конкин, советский российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Продолжаем делиться интересными фактами. В Якутске поселились альпаки. Появление альпак в Якутии – это уникальный проект по развитию экотуризма. Эти милые пушистые создания влюбляют в себя буквально с первого взгляда. Ведь своими внешним видом альпаки напоминают плюшевую детскую игрушку. Неудивительно, что желающих их увидеть становится все больше. И мы уже успели познакомиться с ними поближе. Альпаки – южноамериканское домашнее животное. У них очень мягкая, теплая шерсть. Они отличаются миловидной внешностью и очень похожи на плюшевых игрушек. Альпаки обитают в районах Анд, Боливии, Эквадоре, Чили, ну а теперь еще и в Якутии. 7-месячная ляма, 4-летний Рокки и годовалая красотка. Первые и пока единственные альпаки в республике. Животные обитают в 46 километрах от Якутска, на территории базы отдыха Понча Кэмп. Идея привезти альпак зародилась еще года 3 назад, наверное, когда мы сперва посетили ферму альпак в Москве. Сразу поняли, что это именно наши животные. Они такие
теплые, миленькие, такие хорошенькие, что прям, ну, как сказать, это было, стало мечтой. Мы привезли их еще в апреле месяце где-то. Ой, весной, ага, привезли, так что еще мы не зимовали, и пока что мы еще не знаем, ну, как будем зимовать, надеюсь, хорошо. Все-таки это же, получается, у нас экзотические животные, да? В республике это у нас первые, мы первые, кто вообще привез альпак сюда, из питомников, да, из разных питомников, для того, чтобы потом в будущем мы могли их, как сказать, размножать. Поначалу новоиспеченные жители немного чужались людей, но адаптацию прошли быстро и спокойно. По сей день под постоянным осмотром и наблюдением ветеринара. Легко идут на контакт к окружающим, а их достаточно. А особенно при виде любимого лакомства – морковки. Мы вот недавно, они приехали у нас не стриженные, недавно постригли, потому что жарко. Жарко, да. Какие они по характеру? По характеру, ну вот, ну они тоже как люди, да, у всех разный свой характер. Например, вот Рокки, он такой большой и, ну, как такой, как сказать, ну он же мужчина самый среди них, да, такой активный, весь защищает своих девочек, вот этих вот маленьких. Вот эта девочка очень спокойная, ручная, например, да. Ну, дает себя погладить? Ну, дает, да. Не дает. Но сперва, когда они приехали, они немножко чужались. А вот сейчас уже очень даже дают себя погладить. Да, можно. А раньше уже убегали чуть-чуть. Но я вообще слышала, альпаки плюются. Но плюются они друг на друга иногда, когда что-нибудь, вот, может быть, морковочку там не поделят. Да? А на людей нет. Ну, по крайней мере, еще пока такого не было. А так, да, вот когда вот в Москве были, да, они вот, например, да, там плевались иногда. А наши пока они культурные такие. Рокки. Очень культурные. Очень культурные, да. На мини-ферме базы можно встретить и других животных. Мини-шетландского пони, камерунских и нубийских коз, двухмесячного и смышленого ослика, а также калифорнийских и карликовых кроликов. Всем очень нравится, детям очень нравится. Тем более они такие контактные. Да, и детишки заходят с ними, все играют, все кормят. Ну, это же, как сказать, первые они у нас в Якутии вообще. А такого красавца, наверное, еще никто не видел. А он откуда-то тоже привезен, да? Да, он тоже с питомника из Москвы привезен. Он мини-пони. Мини-пони. Мини-пони, да. Вот это его рост? Это его максимальный рост, да. В будущем хозяева базы не против пополнения мини-фермы и другими животными. Но для начала необходимо перезимовать. А пока не закончилось наше короткое лето, якутяне могут совместить приятное с полезным. Отдохнуть за городом и познакомиться с этим редким и милым животным миром. Катерина Винокурова, Петр Шестаков. Местность Кенкеме. Надо делиться. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. Юные поисковики Сунтарской гимназии и политехнического лицея в 5-й раз участвуют на всероссийской вахте памяти. Они будут участвовать на раскопках в районе Старой Руссы по следам 17-го якутского лыжного отряда, чей путь трагически завершился на переходе озера Ильмень. Кроме 3 ранее участвовавших поисковиков, к ним примкнули новые члены отряда. В этом году у нас 5-я вахта, получается, нашего отряда «Сонор». В этом году также с нами в нашем отряде примерно 8 человек, из них 2 руководителей, 6 ребят. Наша цель в этом году отработать как раз вот воронку, которую в прошлом году мы подняли, в которой мы подняли 37 бойцов лыжных бригад. Также 24 августа намечено большое мероприятие межрегиональное, где будут участвовать как раз губернатор Новгородской области и глава Республики Саха-Якутия. Более 4400 жителей, гостей Якутска прошли обследование в рамках акции «Здравосмотр». Акция проходит в парке культуры и отдыха на базе лесной библиотеки. Ежедневно с 2 часов дня до 8 часов вечера. В программе комплексные обследования, экспресс-тесты на инфекции, анализы на онкомаркеры, консультации врачей, в том числе дерматолога, тренинги по улучшению памяти и ЗОЖ, лекции и детские программы. Получить бесплатные медицинские услуги без предварительной записи у узких специалистов можно вплоть до 30 августа.
По различным дням недели, то есть разные организации, они проводят свои профилактические диагностические мероприятия. По понедельникам здесь находимся мы, Центр здоровья. По вторникам приходят брать анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис. Среда — это также Центр здоровья проводит мастер-классы для детей, а также квизы, различные игры, направленные на здоровый образ жизни, поддержание его. И по четвергам, значит, здесь также проводятся мастер-классы, которые направлены на укрепление здоровья суставов, костно-мышечной системы. Можно получить консультацию инструктора ЛФК. По пятницам же у нас проходит здесь консультация врача-дерматолога. Можно пройти дерматоскопию. Минувшие выходные на реке Релях в Мирном состоялись первые в истории города соревнования по саббордингу. 25 участников возрастом от 16 лет и старше приняли вызов водной стихии, продемонстрировав свои навыки и мастерство на саббордах. Погода в этот день была на стороне спортсменов. Яркое солнце и теплая вода Реляха создали идеальные условия для соревнований. На берегу царила дружеская атмосфера, и зрители с интересом наблюдали за выступлениями участников. Никогда такого не было. В целом, да, смотрим сейчас, тенденция пошла, конкурс таки проводится, гонки на саббордах. Стало интересно. У нас с прошлого года появился предприниматель, который решил открыть свое дело, вот сабборд. Мы его в прошлом году, он был на личной премии главы, глава поддержал его, помогли, выделили место, вот контейнер начали. И вот в этом году впервые соревнования. На мой взгляд, очень интересно, очень зрелищно должно быть. Ну, посмотрим. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. Столько всего интересного, но как это не зафиксировать? Конечно, с помощью камеры на телефоне. Вообще, фотофиксация жизни стала необходимой частью современной действительности. Во множестве кадров от утреннего кофе до профессионального портрета остается неотъемлемой частью хроники лент социальных сетей. Но как удачно получиться в кадре? Фотопозирование – это искусство, которое может стать полезным и даже необходимым навыком для каждого человека. А сейчас дадим несколько советов. Не любите фотографироваться? Вы просто не умеете позировать. А это просто. Начнем с общих советов. Если вы чувствуете себя немного деревянным, начните ходить, кружиться, прыгать. Делайте все, что нужно, чтобы заставить энергию внутри вас двигаться. Теперь приступим к позированию. Допустим, вы решили устроиться в кресле. Хочется откинуться назад, удобно развалиться в кресле, но вальяжная поза сделает фигуру бесформенной. Чтобы выглядеть на снимке изящной и стройной, садимся на край кресла. Держим спину вертикально, слегка разворачиваем корпус, выводим плечо вперед, одну ногу выпрямляем. А также не забывайте тянуть носок вперед. На фото это выглядит красиво. Разница очевидна. Задача чуть сложнее. Принять красивую позу, сидя на полу. Сидеть клубочком, похоже на испуганного воробушка. Чтобы выглядеть уверенно, расправляем спину и разворачиваемся в сторону камеры. При этом вам должно быть удобно, а поза должна выглядеть естественно и непринужденно. Вот теперь другое дело. Вы удивитесь, но сложнее всего позировать стоя. Не стойте на двух ногах равносильно. Всегда переносите вес с одной ноги на другую. Запоминайте, бедро отводим чуть в сторону, одна рука на талии, другая расслабленно висит вдоль тела. Загадочно смотрим вдаль. Ну вот и все. С удачной фотосессией. Сегодня, 19 августа, свой профессиональный праздник отмечают те, чья работа — ловить мгновение, запечатлевать живые эмоции и сохранять память о значимых моментах нашей жизни на долгие годы. Несложно догадаться, что речь идет о фотографах. И у нас сегодня в гостях Анна Петерсон. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Итак, как вы давно занимаетесь фотографией? Ну, я точно помню, лет 20. Да, с 2004 года. Ничего себе. Но это уже срок. А вот за этот период самые сложные моменты в работе — это что? Самые сложные? Ну, знаете, самых сложных как бы нету. Просто я очень люблю свою работу, люблю фотографирование. И хочется, чтобы для каждого моего клиента, так сказать, понравилась ему фотосессия, фотографии. И, ну, то есть быть на волне со своим клиентом, со своей музой,
скажем так. Что сложнее, вот, фотографировать какие-то статичные фотографии, портретные в студии, или все-таки работать где-то вот с живым фоном, да, то есть это на улицах, где-то вот на выездах? Но с живым фоном, конечно, посложнее работать. Там нужно подобрать, чтобы и свет красиво падал, что у нас, например, в Якутии очень, скажем, яркое солнышко, в солнечный день тяжеловато сделать кадры прямо, чтобы тени не падали куда не надо и тому подобное. Ну, у нас вообще такие критические температуры. Вот сейчас кадры были в том числе и зимние. Как тебе удается работать на выездах вот в холодное время года? В холодное время очень быстренько. Выбегаем, сфотографировались и обратно в машину, пока все не покраснели. То есть сильно на морозе нас не пофотографируешься, потому что пар изо рта, нужно в статике, не дыша, чтобы не было лишних вот движение воздуха получается. Ну, то есть только так и рождаются интересные кадры. Вот. Ну, а какая часть съемки самая удивительная? Вот это сама съемка, сам процесс, или обработка фотографии, ее коррекция, или уже получение отзыва от клиента, который восторгается результатом? Я на самом деле люблю весь процесс от и до. Ну, конечно, когда клиенту очень нравится, это в 10 раз круче. Как сделать идеальную фотосессию? То есть с чего начать, чтобы фотосессия получилась хорошей? Вот какую рекомендацию ты бы дала? Ну, конечно, лучше продумать до мелочей что-то там. Какой образ, в каком помещении, то есть время, как бы, ну, так. Одежду хорошо подобрать, это обязательно. И хорошее настроение, вот самое главное. Ну, то есть можно не подбирать, но главное быть в хорошем настроении. Да. Главное расслабиться и получить удовольствие. Вот какие тенденции сейчас вообще есть? Больше съемок студийных, больше съемок выездных, где интереснее получаются кадры? В летнее время, конечно, больше выездных фотосессий. В зимнее, наоборот же, больше студийных, потому что, ну, сами знаете, наши погодные условия, зимой сильно не пофотографируешься, поэтому больше зимой студия, летом, весна, лето, осень, это больше выезд, конечно. Вот если брать осенний период, вот какие тенденции сейчас существуют, что брать на вооружение? Ну, сейчас очень модно прямо вот осеннюю колористику цветовую подбирать. Под, например, если в старом городе, да, фотографируемся, что-то вот там пальтишко, что-то такое городского типа, да. На природе где-то, наоборот, там может что-то вязаное, что-то вот такое, но тоже в цветовой гамме, чтобы не сильно там черных поменьше цветов было, чтобы... Ну, то есть мы с фоном, чтобы мы сочетались. Да, чтобы сочетание было с фоном. Вот творческие фотосессии тоже посмотрели, там есть очень интересные варианты, как рождается образ, то есть консультируется ли предварительно с фотографом? Да, конечно. С моделью мы всегда обговариваем, что и как, какой образ, где его лучше сделать, и что, конечно, больше подойдет. И я очень люблю творческие фотосессии. Вот сейчас сфотографируют все. То есть у каждого есть мини-хороший фотоаппарат на телефоне, да, все фотографии. Чем профессиональная съемка, она все-таки кардинально отличается от хроники наших дней, ну, которая снимается на мобильное устройство? Не, ну в первую очередь, конечно, качество. Все же. Качество фотографии на профессиональный фотоаппарат и качество телефона, оно все равно отличается. То есть как бы прогресс не шел, да, это все равно отличие есть. А как меняется профессия фотографа вот с современностью? Ну, сейчас, да, сейчас уже искусственный интеллект, который начинает вытеснять нас обработкой в основном. Но я надеюсь, наша профессия все-таки выживет. Не, ну а обрабатывать же что-то нужно. Ну да. То есть многие фотографируются на телефон и через искусственный интеллект прогоняет, он дает очень даже неплохие кадры, качества. Ну, мне кажется, человек все равно меняется. То есть, ну, конечно, вот меняется. если сравнивать искусственный интеллект и фотографию, даже при хорошем макияже, ином освещении и фотошопе, так скажем, да, искусственный интеллект дает все равно другой видно, результат. Да, что обработка другая. Какие проекты планируешь на осень? Может быть, есть уже какие-то идеи? Есть ли какие-то творческие проекты, в которых было интересно поучаствовать? Вы знаете, у меня есть одна модель. Мы с ней очень любим творческие фотосессии. Я надеюсь, вот в ближайшее время мы с ней что-нибудь новенькое сделаем. В осеннем стиле у нас еще ни разу не было.
Ну и, конечно, новогодние. Оформление опять новогодней студии, красиво. Ну, то есть у вас у первых ожидается новогоднее настроение? Да. Заблаговременно в конце октября. С октября месяца начиная и по конец января. Для тех, кто хочет освоить эту профессию и своих коллег, что бы ты сказала сегодня? Я бы сказала, что любите эту профессию. Она очень хорошая, очень творческая, общение с людьми. То есть изучайте, познавайте фотографию, это очень интересно. Вот знаешь, что ты даже закончила школу искусств, да, в свое время. То есть насколько важно иметь какое-то базовое художественное образование? Обязательно нужно знать. Конечно, та же композиция, цветопередача, сочетание цветов, то есть это нужно знать. Ну, то есть лучше все-таки начать с какого-то фундаментального образования художественного, да, чтобы было легче потом работать. Ну, конечно, желательно. Сейчас, конечно, это не многие этим пользуются, просто сейчас много очень курсов просто пойти обучиться искусству фотографии. Но если заниматься профессионально, то надо с чего-то начинать. Да. Самая первая съемка, ты ее помнишь? Помню, самая моя первая съемка была, когда я работала в еженедельнике «Наше время». Самая первая съемка, меня отправили Константин Сергеевич Николаев. Алмаз Сергенбанк тогда еще был. Вот. Было сложно? Было страшно. Я просто смотрела вот так вот в камеру. Я даже глазки боялась поднять на него. Через камеру все смотрела. Ну, удалось. Ну, вроде да. Ясно. Спасибо большое за воспоминания, спасибо за хорошее настроение. Желаем с таким же чтобы настроением к тебе приходили обязательно люди. Я вас жду у себя, приходите. Обязательно найдем. Всех жду. И, конечно, всех в лице тебя, всех фотографов с профессиональным праздником. Спасибо, что дарите нам красоту. Спасибо большое. Дорогие друзья, желаем, чтобы ваши снимки отражали только улыбки, только ваш свет. Ну и поэтому начинайте каждое утро с позитива вместе с нами на «Утро Якутии».